Добрый вечер. Якутия-24 продолжает работу. Это программа «Итоги дня» в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Еще 9 направлений теперь открыты. Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. О каких идет речь? У поселка Айхал большое будущее, так сказал Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Мирнинский район. Подробности визита главы республики в Алмазный край. COVID-19, сводка за минувшие сутки, вакцинация населения, рейды админкомиссии. Последние новости по теме коронавируса. Перепись населения. Процедура на сайте госуслуг продлена до 14 ноября. Жители все еще могут успеть принять участие. Хроника безумия. Премьера спектакля состоится сегодня в Сахакадемическом театре. Постановку подготовил ТЮЗ Якутии. Невероятная история Кандыкан. Книгу презентовали сегодня в столице. О ком повествует эта история? Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран мира. Это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Такое решение принял оперативный Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Напомним, что авиасообщение с этими странами было приостановлено еще в 2020 году на фоне пандемии. Кроме того, сняты ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Квоты остаются на уровне соглашений между правительствами этих стран, но уже без отношения к пандемийным ограничениям. Кроме этого, увеличено число авиарейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией. В Москве запустили 4-й дальневосточный экспресс столичного метро. С сегодняшнего дня брендированный поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской синей линии подземки. Каждый его вагон посвящен разным регионам Дальневосточного федерального округа. На стенах можно найти информацию про культурные, исторические, природные достопримечательности. В разделах о Якутии рассказывается о празднике Исэх, полюсе холода, якутском кино, уникальной флоре и фауне нашего края. Также в поезде есть отдельные вагоны, посвященные дальневосточному гектару, учебе, работе. Но главной фишкой этого года стал вагон-ресторан. Там представлены рецепты уникальной дальневосточной кухни, в том числе строганина, кумыс и кёрчах. Поезд будет курсировать полгода, и предполагается, что за это время он провезет более 2 миллионов пассажиров. Дальний Восток занимает 40% территории нашей страны, и каждый вагон этого поезда передает такую энергию людей, энергию природы, глубину истории, цивилизации, которые там зарождались, из которых, в общем, становилось вот это величие и мощь нашей страны. Перевозки пассажиров через Лену на воздушных подушках планируют проводить по маршруту с более благоприятной ледовой обстановкой. Это позволит нормализовать график движения судов. Об этом сообщает Центр управления регионом Якутии. Накануне в социальных сетях появилось видео посадки пассажиров на борт судна на воздушной подушке «Ирбис». После этого инцидента ЦУР Якутии зафиксировал свыше 15 жалоб, в основном на давку и неравномерность графика движения судов. Как оказалось, очередь была связана с образованием льдин у берега. Во избежание повтора такой ситуации к расчистке от льдин привлекли грузчиков. Кроме того, перевозить пассажиров теперь будут по другому маршруту. При этом места посадки и высадки останутся прежними, об этом сообщили в Ленторфлоте. Руководство судоходной компании «Алроса Лена» и Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвели итоги навигации этого года. Что и для кого перевозили за этот период и почему эту навигацию считают рекордной по продолжительности. Подробнее у нашей коллеги в Алмазном крае. Первый лед, конец навигации, время подводить ее итоги. Для судоходной компании «Алроса Лена» она завершилась еще неделю назад. В этом году речники работали 174 дня.
На неделю больше предыдущего рекорда. В 2018-м речники отработали 166 суток. В этом из-за позднего ледохода работа началась позже, 20 мая. Старт навигации дало судно СК-2098 компании «Алроса». В зимний период судоремонт 2020-2021 года суда были подготовлены качественно. За период навигации отказов, работы узлов, механизмов не было. Экипаж отработал ровно. Но в эту навигацию было задействовано 28 единиц, в том числе и плавучий кран, который занимался в аренде, находился. С 31 октября флот распределен по местам зимних стоянок. Его готовят к плановым ремонтам. Деятельность УМТС не прекращается. Снабженцы работают с товаром и после закрытия навигации. Нам сейчас самое главное получить весь товар, оприходовать его, разобраться с ним, разложить по местам, как мелкие партии, так и крупные вещи, положить на склад, посмотреть, что требует особого хранения, завести, значит, в теплые склады, либо, значит, обеспечить иные условия. Груз в Ленский речной порт везут из города Усть-Кут Иркутской области. Туда по железной дороге вагоны прибывают из разных уголков России. В этом году станция Лено-Восточная была перегружена, что затрудняло работу логистов. Трудностей добавляли и лесные пожары. Из-за дыма речники были предельно осторожны, но груз доставляли своевременно. Всего мы отгрузили более 320 тысяч тонн, в том числе нефтепродуктов на 161 тысячу тонн и сухогрузов на 168 тысяч тонн. Выполнение плана у нас составило 105% от планируемого. Соответственно, мы перевезли объемы больше, чем планировали. Возили разные, от автопоездов до топлива. Не обошлось и без новшеств. Пока речники готовятся к плановым ремонтам, УМТС ждет открытия зимника. Планы грандиозные, хотят увеличить завоз. Тем временем подразделения компании формируют заявки на потребности производства. Их анализ позволит заранее спланировать доставку на 2022 год. Ксения Журавлева, Карина Лопатина, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в поселок Айхал Мирнинского района дал ряд поручений для решения проблем в сфере здравоохранения, также переселение граждан из аварийного жилья. Поселок, где добывается 27% алмазов, компания «Алроса» имеет большие перспективы, а качество жизни местных граждан будет расти, подчеркнул глава Якутии. В ходе поездки Айсен Николаев также ознакомился с работой школы, посетил Айхальскую больницу. Кроме этого, вручил сертификаты жителям ряда домов, которые уже в этом году смогут переехать из аварийного жилого фонда. Безусловно, поселок Айхал, который отметил свое 60-летие, является одним из важнейших пунктов нашей республики, развитие которого определяет развитие в целом экономики нашей республики. Здесь сегодня добывается 27% алмазов акционерной компании «Алроса», и именно здесь куется благополучие практически всех жителей нашей Якутии. Но, конечно же, Айхал – это не только алмазы, это в первую очередь жители Айхала. И я благодарю айхальцев за самоотверженный труд, за активность, в том числе в реализации различных социальных проектов. В 2022 году техническое оснащение современным медицинским оборудованием в республике будет продолжено. В частности, в Мирнинском районе принят комплексный план развития здравоохранения. В его реализации участвует региональное правительство, администрация района и компания «Алроса». Это позволит в ближайшие годы решать важнейшие вопросы развития здравоохранения, прежде всего связанные с повышением качества первичной медпомощи, укреплением материально-технической базы и оснащением больниц современным медоборудованием, также привлечение и подготовка квалифицированных медкадров. Это коснется и Удачнинской больницы. Развитие этого учреждения также обсудили в ходе визита Айсена Николаева. Здесь, конечно же, есть проблемы, связанные с большим количеством неиспользуемых на сегодня площадей и проблемы, связанные с неукомплектованностью кадрами. Что касается площадей, то прозвучало предложение закрыть поликлиническое отделение и все его перевести в здание больницы, мотивируя это тем, что сегодня и то, и другое здание полностью недозагружено. Вроде бы экономически это целесообразно, но с точки зрения
защиты здоровья людей, конечно же, это очень неправильно. Поэтому это предложение мною сегодня отклонено. Я дал поручение, наоборот, усилить здесь работу по появлению новых видов медицинской помощи, в том числе, которые касаются и профилактики заболеваний, и реабилитации. Большое количество площадей специализированных медицинских, как раз зданий Удачнинской больницы, оно как раз способно, на мой взгляд, при правильном подходе, правильном ремонте и предоставлению новых услуг быть очень востребованным не только со стороны жителей Удачного, Айхала, но и других наших районов республики. Застройщик 14-этажного жилого дома по улице Каландрашвили, 38 в Якутске заявил об окончании строительства этого объекта. Обманутые дольщики получат ключи от квартир после итоговой проверки. Об этом сообщает Управление Госстройжилнадзора региона. Строительство второй очереди многоквартирного дома, в которое входило возведение 3 блоков разной этажности, началось еще в 2013 году и было приостановлено через 2 года. Его тогда возводила позже признанная банкротом Северная строительная компания. Дом признали проблемным объектом, после чего здание достроил Якутпромстрой. Теперь дольщикам остается всего дождаться итоговой проверки. Оперативный штаб Якутска продолжает рейды по торговым центрам столицы. Проверяют соблюдение ограничительных мер. Сегодня админкомиссия посетила торговый комплекс «Столичный», а также торговый центр «Тамара». Напомним, с 8 ноября посетить торговые центры, спортивные комплексы, заведения общественного питания и культурные объекты можно только предъявив подтверждаемый QR-код о вакцинации, или о перенесенном коронавирусе, либо результаты активного ПЦР-теста. Вот там буквально человек отвлекся на непродолжительный промежуток времени, что послужило началу этого казуса, скажем так. Но они обязаны проверить именно то, что у человека есть прививка, потому что человек не привитый, он представляет опасность не только для себя, но и для окружающих, как носитель и, возможно, уже заболевший. Кипит обстановки. 292 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 140, в Алданском районе 15, в Мирнинском 14, в Нербинском 8, в Ленском 7, по 12 заболевших, в Усть-Алданском и Хангаласском районах по 11 человек заразились за минувшие сутки, в Мегино-Хангаласском и Нерюнгринском по 9, в Намском и Тампонском. Еще в 11 районах фиксируют от 1 до 6 заражений ковидом за минувшие сутки. Данные вы видели на своих экранах. Тем временем темпы роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ снизились. В Алданском районе начинается вторая четверть учебного года, и алданские школьники отправятся в классы. Также с 10 ноября в районе возобновится работа учреждений дополнительного образования. Специалисты отмечают возросшую активность относительно вакцинации. На сегодня в районе против ковида получили вакцину более 20 тысяч человек. Между тем, в инфекционном отделении с подтвержденным диагнозом находится 59 пациентов, более 300 остаются под наблюдением врачей. Минимизация контактов в нерабочие дни дала положительный эффект, говорят в Алдане. Да, действительно так, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией и острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась практически вдвое за период локдауна. Что касается детей, то практически в 4 раза заболеваемость снизилась. То есть за позапрошлую неделю у нас было 40 заболевших детей, а за прошлую только 10. И, соответственно, все вот эти введенные ограничения, они способствовали снижению данной заболеваемости. Если будут сохранены ограничения по наличию QR-кода у гражданина, то за вакцинацию у нас еще больше будет прирастать. И на сегодняшний день мы вакцинировали более 20 тысяч человек, что составляет 78% от плана. К другим новостям. Перепись населения на сайте госуслуг продлена до 14 ноября. Жители Якутии, как и все россияне, получили дополнительную неделю. С предложением продлить сроки самостоятельного заполнения анкеты выступили ранее представители Росстата. Онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Предварительные итоги переписи появятся в апреле следующего года, а окончательные данные опубликуют в 4-м квартале 2022 года.
В Нерюнгринском районе работают 22 переписных участка и 128 переписчиков. О данных в районе, собранных на сегодняшний день, расскажет наш корреспондент Екатерина Павлова. Главная особенность всероссийской переписи населения 2021 года – возможность заполнить бюллетень через интернет. Однако основной объем данных для переписи по традиции собирают путем обхода квартир и домов. В Нерюнгринском районе проживает около 70 тысяч человек. По состоянию на 8 ноября у нас переписались 49 тысяч 47 человек. Таким образом, на сегодняшний день переписано порядка 65% нерюнгринцев. Главная проблема для переписчиков – то, что во многие жилые помещения они не могут попасть для проведения опроса. Жильцов либо нет дома, либо они попросту не открывают двери. К нам приходили домой по поводу переписи, задавали хорошие такие вопросы, которые сейчас актуальны в наше время. Вот, поэтому мы с удовольствием ответили, выполнили, так сказать, свой долг. Вот, поэтому не бойтесь, открывайте двери, общайтесь. Не нужно ждать переписчика. Каждый желающий может заполнить переписной лист в мобильном приложении или на сайте госуслуг. И из дома выходить не нужно. А можно отправиться в ближайший стационарный переписной пункт и ответить на все вопросы переписи самостоятельно. Необходимо помнить, что перепись населения – важнейший инструмент прогнозирования социально-экономических и демографических процессов в стране. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Свежие IT-технологии добрались до Ленска. Первыми испытали нейрогарнитуру воспитанники Центра доп. Образования под названием «Академия знаний». Современная аппаратура предназначена для управления процессами памяти, силой мысли. Как это работает, как это помогает детям и пожилым, узнала наш корреспондент Анна Кожевникова. Это воздействие на изменение процессов, происходящих на экране компьютера, наглядно демонстрирует, как нейрогарнитура силой мысли влияет на управление памятью. Способности человеческого мозга сегодня все активнее изучают ученые, и для этого внедряют вот такие инновационные технологии. И они как нельзя, кстати, применимы в обыденной жизни для развития памяти и концентрации внимания у детей, пожилых и людей с различными заболеваниями. Академия знаний Натальи Моисеевой сегодня единственный в Ленске центр доп. Образования, использующий IT-технологии. Обращается очень много детей из многодетных семей, да, каких-то малообеспеченных. Также пенсионеры. Им достаточно дорого оплачивать мои услуги, хотя у меня очень низкие, да, цены. Но тем не менее, я бы хотела выйти на социального предпринимателя, где смогла бы помогать большому количеству людей. А если это станет социальным проектом, то охват людей и польза, конечно, будет колоссальной. Очень классно, что у нас открываются новые направления в образовании, и этим занимаются наши резиденты. Например, у Натальи сегодня идет развитие по направлению IT-технологий. Она закупила нейрогарнитуру, что позволяет силой мысли управлять различными процессами памяти. По изменению мозговых ритмов в разных областях можно судить о том, какие задачи сейчас решает мозг. Например, ритмы меняются при переходе от бодрствования к засыпанию, при умственном напряжении и расслаблении и так далее. Такие нейротехнологии разработаны для реализации нескольких целей. Основные – сбор информации о работе мозга и контроль управления его процессами. Действует гарнитура по аналогу электроэнцефалографии. Соответственно, с помощью нейрогарнитуры можно тренировать мозг и контролировать его работу, что пока еще в диковинку для ленчан. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Хроника безумия, премьера спектакля под таким названием, намечена сегодня в Сахо-академическом театре. Постановку подготовил театр юного зрителя Республики по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Спектакль посвящен 30-летию творческой работы заслуженного деятеля искусств Якутии Александра Тетигирова. Спектакль «Хроника безумия» представят на русском языке, заняты в постановке молодые артисты театра. Вот этот спектакль мы называли «Хроника безумия», потому что вот этот, сам такой спектакль получился, что вот это не классический такой, да, и это как-то вот по-современному ставили, чтобы дети, например, вот пришли и посмотрели, да, и вот, например, вот книжку прочитали, вот Достоевского, это был бы наш успех, чтобы это... Книгу под названием «Невероятная история Кындыкан» презентовали в Якутске. Сказку про девочку, найденную в стойбище вблизи Верхоянских гор, написала молодая писательница Лидия Тарасова. На презентации побывала наш корреспондент Елизавета Васильева.
Интернет в стойбищах, экспедиции, книга и мультипликационный фильм. А далее проекты международного уровня, которые помогут людям узнать о быте и традициях коренных народов Севера. Сегодня мир отважной девочки Кандыкан пополнился книгой. В данной книге я уверена, потому что мы читали эту книгу, весь коллектив Кандыкан тестировал эту книгу на своих детях, на своих племянниках. И отклик был очень теплый, очень хороший. Это коллективная работа. Я думаю, будущее у Кандыкан очень большое и светлое. Проект «Кандыкан», а также выпуск книги поддерживает компания «Алроса». Для компании это событие стало еще одним шагом в обширной социальной деятельности, направленной в том числе и на сохранение и развитие культуры коренных народов Севера. «Алроса» регулярно реализует в этой сфере целый ряд проектов. Это и детский осмотр конкурсов «Язык предков», конкурс детского творчества «Колодец сказок» и многое другое, включая поддержку родовых общин оленеводов и рыбаков в самых северных районах республики. Большая благодарность компании «Алроса», которая оценила наш вклад, наш энтузиазм и поддержала на самом главном этапе, потому что энтузиазм — это хорошо, но очень быстро приходит, конечно, и выгорание, да, вот, и то, что у нас оказала поддержку самая большая компания нашей республики, да, это тоже для нас очень большой результат и большая ответственность. Сейчас члены творческого объединения «Кандыкан» реализуют разные проекты. Это выпуск книги, мультика, экспедиции к местам проживания коренных народов и создание красочных фото- и видеосерий. Команда энтузиастов установили в стойбищах спутниковое оборудование и интернет. Это событие даст старт первому YouTube-каналу оленеводов. В следующем году образовательные экспедиции продолжатся. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Якутск. В завершении выпуска о погоде. Тепло в Якутии продержится недолго. 2 ближайших дня в столице температура воздуха будет не ниже -3 днем и -10 ночью. Это связано с прохождением циклона по арктическому побережью. Ожидается небольшой снег, но уже ближе к выходным синоптики прогнозируют сибирский антициклон. Осадки прекратятся, начнется прояснение. И уже 13-14 на западе, 15-16 ноября в центральных районах ударят 30-градусные морозы. Правда, ночью. Днем температура воздуха пока останется в пределах -20. Специалисты гидрометцентра отмечают, что если ранее ноябрь в Якутии считался полноценным зимним месяцем, то сейчас это скорее такое предзимье, что совершенно не свойственно для нашей республики. Ночного выхолаживания нет, но и днем температура от -1 до -6 градусов. А в течение этой недели у нас пройдет еще один циклон. Траектория его будет южнее, чем этого. Он выйдет уже на материковую часть республики, поэтому он принесет еще свою порцию тепла и снега, и ветреную погоду в его тыловой части. И далее уже ближе к выходным у нас начнет восстанавливаться антициклон на территории республики, поэтому будет прояснивать, будет ночное выхолаживание. Сначала в пределах до 22-27, а начиная со следующей недели появятся 30-градусные морозы. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите канал Якутия-24. Наши корреспонденты продолжают работать ежедневно для вас. Всего доброго, до встречи.